Участники Всемирного форума молодежи встретились со студентами АГУ. Директор Института развития интернета Алексей Гориславский рассказал абхазским студентам о том, как формируется контент в сегодняшней России. Что необходимо делать, чтобы популяризировать свою культуру и историю. Рассказал о новых российских фильмах и сериалах, которые финансируются Институтом развития интернета. Самый яркий пример – это сериал «Слово пацана». Рассказала о том, что в России готовится к выходу компьютерная игра «Смута», основанная на истории России XVII века. А на вопрос студента АГУ о том, как бы стоило популяризировать историю Абхазии, привел в пример сериал «Игры престолов». Не нужно нам всем розовых очков и думать о том, чтобы если сделать отдельный сериал про средневековую историю Абхазии, то это будет коммерчески оправдано. А деньги все-таки это важная история. Для того, чтобы сделать хорошо, это нужно делать хорошо. То есть лучше делать реалистичные проекты, которые действительно будут жить своей жизнью и пользоваться успехом. Задача наша совместная их придумать, обкатать на практике и сделать так, чтобы они были возможными. А давайте себе представим, например, «Игры престолов», но только про Черноморское побережье. А почему бы не придумать такую же историю про Черное море, в которой очень популярная, мифологизированная, легендарная история от аргонавтов до современности. Вот о чем, мне кажется, надо думать и правильно подать там историю Абхазии и историю России, кто кого куда гонял. Вот это, мне кажется, очень важная история была. А уже облечь это в сериал или в игру. А первый заместитель гендиректора Института развития инопрактика, президент молодежного сообщества «Вызов» Наталья Попова призвала студентов АГУ воспользоваться возможностью и присоединиться к сообществу «Вызов» и продвигать свои стартапы на большую аудиторию, если такие стартапы у них, конечно, есть. Ребят, вот если вдумаетесь и поймете, что у вас есть такое творческое научное начало, и вы хотите реализовываться, да, в этом, то инструменты у вас есть. И вообще, на самом деле, ребят, вот знаете, когда я приезжаю в регионы, разговариваю с ребятами, я, в принципе, завидую вам, потому что вот в то время, когда я училась в университете, ко мне никто не приходил, не говорил, что вот есть такие возможности, вот, пожалуйста, вот есть ИРИ, да, вот есть инопрактика, вот есть возможности популяризировать, да, свои научные разработки, вот есть возможность поучаствовать в таких-то проектах, стажировку в Москве пройти. Вот ко мне раньше никто не приходил, я сама открывала двери, я сама пыталась чего-то добиться, как-то о себе заявить. Но когда есть такая возможность, ребят, не упускайте ее, потому что понятно, что... Первый вице-президент «Газпромбанка», гендиректор молодежного общества «Вызов» Андрей Серов также призвал студентов АГУ создавать контент своей студенческой жизни. Увлекательно и легко рассказывать о том, чем они занимаются в университете, то есть популяризировать науку и просвещение, создавая развлекательный, но осмысленный контент в противовес популярному сегодня лженаучному, как он назвал, инфо-цыганскому. Вообще авторитет науки вот в мире падает, но я имею в виду в массовом восприятии. Да, почему? Потому что сейчас, в век интернета отменены те фильтры, которые существовали раньше. Да, тогда там стояли понятные фильтры на телеканалах, в бумажных еще, представьте себе, газетах. Там работали профессиональные выпускающие, которые несли ответственность за то, что там будет напечатано или показано на экране, поэтому вот откровенную там чушь или какую-то лженауку, псевдонауку они не пропускали. Там был факт-чекинг, вот если там это не доказано, не подтверждено Академией наук, то значит это. Сейчас, я уверен, вы все сталкиваетесь с таким явлением, как инфо-цыганщина. Наверняка там, мягко скажем, у кого-то из ваших знакомых есть в подписках там какой-нибудь инфо-цыганин, который там чего-нибудь такое распространяет, какие-то там псевдознания, и под эти псевдознания развивает какую-то такую свою полусектантскую теорию, за которой потом берет деньги на подписку, на какие-то курсы и так далее. И мы хотим фокусировать на студенческой среде и как раз из вас сделать вот новые лица для подражания.
Студентов АГУ пригласили на 2 сессии школы Института развития и на практика, которые будут проходить в Академии Нерепина и Академии танца Эйфмана. По словам министра иностранных дел республики, все происходящее сегодня отвечает главной задаче, которую сегодня перед собой поставила Абхазия во внешней политике. Какая главная задача внешней политики Абхазии? Это насыщение еще более качественным содержанием, укрепление союзничества с Российской Федерацией. Поэтому мы работаем в этом ключе с известными крупными институтами развития Российской Федерации. Студенты охотно откликнулись на предложения российских гостей и выразили искреннюю заинтересованность в сотрудничестве. Марианна Котова, Турника Мичба, Абаза ТВ.